В Национальном художественном музее с огромным успехом прошла выставка картин юкагирского художника Николая Курилова. Она была приурочена к 75-летию со дня его рождения и называлась «Мысли простым способом». Начиная с самой первой его выставки, за творчеством Николая Курилова наблюдает искусствовед, главный научный сотрудник музея Галина Гавриловна Неустроева. Она же и являлась куратором этой интересной выставки. И что мне очень нравится, Николай Курилов – это человек, который всегда, постоянно, очень серьезно, очень от души готовится к любой выставке, особенно персональной. Он за год ходит к кураторам, в музей приходит, рассказывает, что-то показывает. И все время, видимо, проверяет, так надо ли это, то ли, или по-другому. И каждый раз у него выставки получаются практически из новых работ. Это тоже удивительное явление, потому что так много плодотворно работать, это действительно большие труженики, большие подвижники так делают. Поэтому я каждый раз жду его выставки, потому что это очень интересно, это как-то очень душевно, очень искренне, и каждый раз, и даже по стилистике, да, он находит какие-то новые пути, новые стили в своем творчестве. Здесь 111 работ, да? И где-то 70 работ – это новые работы. Большая часть. И притом это новые работы. И даже те аппликации, которые мы привыкли видеть, они немножко другие, потому что стилистика поменялась, стала более лаконичной, более простой, более, но в то же время сложной. И даже вот название этой выставки «Мысли простым способом», да, они же взяты из контекста Альберта Эйнштейна, который гениально выразил суть вообще гениев и простоты, что самые глубокие мысли надо выразить самым простым способом. И это действительно вот на этой выставке получилось. Николай Николаевич Курилов – талантливый человек, очень известная личность. Ведь он не только художник, но и писатель, и журналист. А самое главное – он хранитель и подвижник родного юкагирского языка и культуры. Но в данный момент мы поговорили с ним именно как с художником, в окружении его прекрасных произведений, и начали с воспоминаний о детстве. Должен сказать, что детство у меня было все-таки хорошее, счастливое, потому что я рос рядом с матерью, с мамой, под ее опекой до 7 лет. И жили мы в тундре. Она работала, можно сказать, чумработницей. Это было после смерти нашего отца, когда мне было 2 года. Вот. И как я помню, я всегда возился предметами, которые интересуют меня. Например, бумаги. Бумаги разноцветные – это были предел моей мечты увидеть, потому что они были в то время не в таком изобилии, как сейчас. Вот. Ну и, естественно, карандаши. Карандаши тогда были химические, а обслюнявишь, выходит такая чернильная линия. И вот эта чернильная линия очень меня увлекала. И что попадалось под руку, я этим карандашиком, обслюнявив, начинал рисовать. Ну, для меня это были олени, люди, но для других это были непонятные черточки.
точно так же я писал письма. Вот. У меня там друзья были детства, и они где-то рядом кочевали, и люди на оленях, упряжках приезжали, останавливались у нас, попив чаю, должны были уезжать туда. И я писал своим друзьям письма. Значит, любая бумажка, пусть это галетная, тогда галеты заворачивали прозрачные бумаги, оберточка была белая, поход назывался. И вот начрикаю там и всякое. Ну, про себя думаю, вот тебе привет, вот так я живу. Ну, не знаю, там черточками, абракадабра, конечно. Сложу вот так, как это фронтовые письма треугольничком и говорю, вот передача Канде, вот, Христофору. Доходили мои письма или докуривали в пути для папиросы, я не знаю. Вот. И потом очень меня интересовали фантики. Тогда в фантиках были конфеты «Виктория». Очень вкусные, вот, ягодами, какой-то весенний, такой весенним ароматом, вкусным. Но сейчас, думаю, это была или малина, или клубника. Вот. И, кстати, вот это поток внутри, а наверху, я не знаю, вот эта твердая часть, она была очень мягкой. Вот. Не то, что вот сейчас погрызешь, как орехи. И эти обертки, когда я сравнивал друг с другом, вот так положу и начинаю исследовать. Вот эта линия вот здесь так пошла, вот это. Оказывается, все одинаковые. Я думаю, как это художник сумел все это одинаково прочертить, там нарисовать. Но я-то не знал, что это фабрика печатает. Вот. Ну, и с того времени, наверное, уже было желание рисовать. И я рисовал на снегу, вот, на берегу речки или озера, когда вода спадала, там глина появляется. Я там нарисую. Вот, правда, были ограничения. Мама говорила, что нельзя рисовать, вот, иначе это плохо, это плохие духи или что-то. Поэтому нужно уничтожать со словами «Черемедеева». То есть это нарисовала птичка. Вот. По этим рисункам духи злые или что-то вот такие будут. А что нельзя было рисовать? Что она говорила, ваша мама? Ну вот нельзя рисовать, нельзя оставлять. Угу. Вот нарисовал, надо говорить, стирать, вот, убирать, уничтожать. Мол, что это, и приговаривая при этом, что это нарисовала птичка. То есть это не я, Николай, нарисовал, у которого дом стоит здесь на берегу, а это птичка перелетная. Если злой дух прилетит, он погонится за этой птичкой, а не за мной. Вот. Ну, я, конечно, когда у меня был годик, я серьезно заболел. Вот. Так что я чуть не умер. Вот. Вызвали врача. Вот. Отец к этому времени уже давно свои шаманские принадлежности спрятал. Мол, я отрезал путь детям. Путь, потому что у нас отец был потомственным шаманом третьего поколения. И
чтобы советская власть не преследовала как их, скажем, вот богачей, шаманов, он решил все это вещи спрятать. Вот. Ну, он спрятал, вот. И вот он лежит, отвернулся к стене, вот, а мама рядом с врачом сидит, кипятит чайник, чтобы кипяток был. И фельдшер, не врач, а фельдшер, то есть человек широкого такого медицинского профиля, который умеет все, и акушерство, и прочее, прочее. Да. И он, наверное, колол меня несколько раз, потом одну ампулу показывает маме и говорит, вот осталась одна. Если поможет, хорошо, если нет, на меня не обижайтесь. Короче, он вколол меня, сам будильники, ходики, и смотрит по времени, сидит. И мама говорит, ты лежишь совсем белый, как лист бумаги. Вот. Потом смотрю, у тебя тут на щеках маленькая красная точка появилась. И эта точка медленно-медленно увеличивается. Вот врач посмотрел и сказал, он будет жить. Ну вот я сейчас сижу, художник и прочее. Когда я поступил в подготовительный класс, эта болезнь меня догнала, и мне пришлось улететь в поселок Нижние Кресты. Вот тогда Черецкий так назывался. Вот. Мы не понимали, что такое Нижние Кресты. Ну, раз Нижние Кресты, так Нижние Кресты. Вот. И, наверное, вот эта болезнь дала обострение ушам, и я стал плохо слышать больше. Вот. И очень трудно мне было учиться. Вот. Но я был, поскольку рос рядом с матерью, всегда баловался, то, естественно, в школе тоже был не тихоня, и в классе сидел, и всегда, иногда вытаскивался из-за парты за уши, вот потому у меня уши большие, наверное. Вот. Учителя тогда не очень с нами церемонились. Если спрашиваешь, а что это, надо слушать, раз, указкой по голове, вот, или мелом кинут. Вот. И вот сидишь как спортсмен, который уворачивается от всего этого. Вот. Ну, слава Богу, школу закончил, но вот любимые предметы у меня были рисование, естественно, вот, история, география, русский язык, естественно, но хотя я плохо слышал, я много читал, вот, а вот самый сложный предмет для меня – это математика. Математика, алгебра, по которым я хромал на обе ноги. Вот. До сих пор меня высчитывают в магазинах. Я не могу быстро сосчитать, сколько мне должны дать сдачи. Вот. И когда выпускной экзамен сдавали в 8 классе, мне помог сам учитель. Вот. Вместо меня вот дорешил. Вот. И такой же случай произошел, когда я сдавал экзамен в Красноярском художественном. Вот, заканчивали. Вот. Нина Сергеевна Довнар такая была, длинная, худая женщина. Вот. Она, наверное, с первого курса знала, что я по математике совсем. Поэтому она подошла, тоже там до меня дорешила. Вот. Как вы попали в это Красноярское художественное училище? Кто-то вам посоветовал или сам задумался? Вы знаете, все-таки человек – это не просто тихое существо, которое ходит, работает, вот, или семью кормит.
это все-таки источник энергии внутренний. И эта энергия может взрываться, может быть созидательной, да, может разрушительной, вот как это со всеми великими людьми, которые бывают у власти. А простой человек это в своей маленькой среде, он тоже представляет эту энергию, но эту энергию нужно всегда стараться подавлять, вот, как-то держать при себе. Но я как-то не сумел вот так один раз, и пришлось находить, искать место учебы. И решил добраться до Красноярского края. А поскольку тогда я улетал сам по себе, я должен был зарабатывать. И я работал грузчиком у себя в Терском. Была организация «Колумторг». Вот. И вот мы таскали мешки с сахаром, мукой. Вот. Ну, я ничего, вот так как-то сумел проработать 2 недели всего. Но я деньги заработал и улетел. Ну вот, поступил хорошо. Очень, должен сказать, на свое удивление. Вот. И учителя оказались профессионалы, потому что были это живописцы, графики. Вот. И там же учил английский, вождение и прочее, машину. В общем, постарался все вот так, как-то за все это ухватиться. Вот. И учитель у нас был уже только со 2-го курса появился, Яхнин Олег Юрьевич. Маленького роста, чернявенький. Они с женой одного роста, маленькие, но оба кончили Академию художеств. Вот. И вот с этого момента как-то отношение к рисунку и прочему у меня изменилось, потому что я действительно хотел быть художником. Вот. Хотя я поступил в декоративно-прикладное. Вот. Ну, учеба, должен сказать, была очень интенсивная. Вот я показываю здесь портреты рисунком, наброски. Вот. Это уже как бы законченные со своим характером люди, которые жили. Вот. Кроме 2, они все ушли в мир иной. Это как память. Вот. И чтобы добиться этого, мы с 1-го курса, то есть не мы, конечно, а учитель, преподаватель, заставлял нас каждый день переносить по 70-80 набросков. И из них, если хорошо, выбирал только 1 набросок. А если нет, все это надо выбрасывать. И вот это мы так набивали руку, чтобы быстро рисовать, схватывать характер человека, вот, движение и прочее. И это мне потом помогло вот, в этих работах, вот, когда я делаю аппликации или рисую вот, портреты. Вот. Портреты рисовать просто так, конечно, можно, но все-таки, когда как-то схватить характер человека, надо уже по-другому подойти. И подача линии, и прочее. Вот. Самая такая первая значительная и, можно сказать, любимое произведение, которое вы написали, это что у вас было? Ну, наверное, первое, это все-таки первая работа, которая была выставлена на выставке молодых художников
и архитекторов Якутии. Вот. Это было, я даже сейчас забыл, в каком году, вот, 87-й или 78-й. Скорее всего, 78-й. Да, наверное, я сейчас что-то путаю. Ну, математика сказывается. И это олень бежит, там я вырезал оленя, потом там шрифты пошли, повесил, и художники подходили, смотри, говорили, это у тебя это одна работа. Ну, как ты хочешь кормить свою семью одной работой? Чтобы кормить, надо делать распечатку, вот так, что если там должен быть. Я говорю, нет, мне так нравится. Смеются-то. Ну, думаю, все. Скажут, это ерунда, это Курилов чем занимается, какой-то аппликацией. И вот когда выступали на открытии знаменитые художники, ну, про меня пока ничего не сказали, но вот все время стоял так в струнке, думая, сейчас где-то скажет, у меня где-то что-то лопнет. Ну, вот. И Афанасий Николаевич Осипов, председатель Союза художников, который 2 раза, кстати, бывал у нас в Андрушкино, молодые годы. И я его видел, как он писал картину. Вот. Он и знает многих тундровиков, андрушкинцев, поскольку там у них останавливался, ночевал и писал там этюды. Вот. И вот он говорит, это работа Курилова от народной традиции. Вот. И все, мне хорошо стало. Вы теперь стали таким маститым художником, вас все знают. Мы находимся на этой прекрасной выставке. У вас сейчас есть мечта именно вот воплотить что-то в жизнь такое, в художественном смысле? Говорить о том, что что-то воплотить, это очень сложно. Во-первых, все можно воплощать в жизни. Вот. И как художник, и как писатель, и как это самое, ну, музыкант, если и умеешь там, или композитор. Вот. Ну, тут все зависит от того, сумеешь ли ты это сделать и найти ту тему, над которой нужно работать. Ну, я никогда о своих планах не говорю, потому что планов нет у меня. У меня главное, что? Работать. Работать, работать. Вот я работаю. Николай Николаевич, ну вот человек творческий, у него же бывает так, вдохновение какое-то приходит. Вот как у вас с этим? Вот как вы начинаете работать над какой-то определенной картиной или над какой-то... ну, над чем, как вы начинаете работать? По вдохновению или вот как-то вот... Просто... По наитию, да? Угу. Ну, бывает так, что этому способствует случайность. Например, вы видели там работы, которые названы вот так «Кавалер Лекало». И вот в Черском, я в отпуске отдыхаю в Черском, рыбачу, и там же тоже занимаюсь, пишу, картину делаю. И вот у меня там несколько штук лекал, которые для черчения используют. И вот стою на столом, стол у меня низкий, вот, и смотрю, думаю, куда с собой взять Якутск или тут оставить. Потом беру, бросил на стол, они рассыпались, и так легли, как будто там люди сидят. И пришла мысль, действительно, это же можно использовать, да? Вот. И вот у меня
такая идея появилась, сделать серию при помощи лекал. Это лекало я ложил, прочерчивал, потом вырезал. Без увеличения. Если увеличить, было бы еще красивее, потому что красный цвет или какой, это объемные большие, они всегда дают какой-то простор для зрительного восприятия. Но они же маленькие, но все-таки там у меня нет той задачи, чтобы на всю стену или что куда-то вот. Мне просто показать, что вот можно из простых вещей что-то сделать. Вот. Кстати, вот эта вот работа тоже, вот аппликации и прочее, вот, тоже для того, чтобы любой талантливый человек, который хочет быть художником или кем-то, чтобы в свободное время, как бы хобби, мог накопить в магазине цветные бумаги, вырезать, аккуратно склеивать, чтобы человек, который всегда в мыслях о чем-то, да, творении и того-то, он всегда бывает бодрый и всегда бывает в духе. Поэтому я думаю, если меня поймут, вот слушатели, да, то они, хотелось бы, чтобы последовали моему совету, вот, накупили, сидели, свободное время вырезали. Независимо от того, профессионал или нет, это как хобби. Но у меня-то я подаю как художник, это композиционное решение, вот, философское какое-то вот начало, вот, чтобы человек посмотрел и думал. А так можно и декоративное делать. Работы Николая Курилова за пределами республики нигде не выставлялись, что, впрочем, его не особо и огорчает. Мою выставку не вывозили. Если бы я сам, то я бы никогда, потому что это суматоха, это беготня, это всякое. Это. А я человек тихий, вот, как мой предок у озера сидит, рыбачит, никуда не бегает. Вот. И это ему нравится? Да. А вот и пожелание начинающим художникам от мастера. Все, конечно, зависит от того, что как человек воспринимает мир. Человек может все-таки воспринимать односторонне. Идти, никуда не сворачивать, это как военный человек. Приказ есть, надо идти, выполнять. Есть люди, которые всегда идут и оглядываются по сторонам. Это люди, которые что-то ищут, которые стараются что-то найти. А есть люди, которые идут, оборачиваются вокруг на 360 градусов. Это люди, которые мечтают о чем-то, потому что для них это туда-сюда, вот это 180 градусов, да? У них только вот так. А вот которые, я сказал, оборачиваются вокруг, это 360 градусов. Ну, вот. Они стараются охватить и все. Вот так же художник должен стараться охватить все нашей этой единственной жизни на земле. Жизнь нам дана один раз, и, как говорил Чехов, ее надо прожить красиво, да? Вот. Ну, если я не вру, вот, но он вроде бы так сказал. То есть красиво для себя и для окружающих. А художником, ну, любой человек может быть, но здесь все-таки должно быть вот это объемное восприятие мира, как музыкант, который имеет абсолютный слух. Одна из новейших работ Николая Курилова
Ну вот это у меня триптих вот, на основе юкагирских верхнеколымских тосов. Там пиктографическое письмо царапают на тосах по-якутски тос, вот, и кончиком ножа вырезает фигурочку. Это в основном пишут такие вот с фигурочками девушки своим кавалерам или подружкам. Вот в данном случае у меня называется добродушие. Вот это изображение, это человек, человеческое лицо. Вот. Это глаза, это рот, это нос, это абстракция. А вот здесь, значит, дом, вот с волосами девушка, юноша, и над ними вот это дым, то есть добродушие. Это радость, когда и это есть, и у них любовь. Вот это вот мысль. Вот. У человека уже улыбка. А это вот скорбь. Уже дыма нет. Это рядом дух. То есть это размышление о жизни, о том, что радость бытия на земле, это все-таки имеет свою теневую сторону, вот, которая, как ни старайся, она все равно настигает. Вот. Это добродушие, это радость, это скорбь. Николай Курилов как художник выражает в своих картинах философию юкагирского бытия. Что такое для Николая Николаевича Курилова белый лист? Белый лист – это космос, арктический космос, потому что тундра – это небо, это огромный горизонт, это белое поле снега, на котором очень четкими, ясными силуэтами читаются фигуры человека, оленя, яранги, ну и так далее. И это мы все видим в листах. Действительно, абсолютно уникальное получается искусство, ясное, простое, доступное и неповторимое. Почему неповторимое? Потому что Николай Николаевич изнутри, как бы проживая культуру и искусство своего народа, понимает, что очень характерно для, скажем, орнамента народов Севера использование раппорта, симметрии, ритма. И этим художник мастерски владеет. Любая его композиция выстроена композиционно, ритмически. При этом для даже песенного фольклора народов Севера очень характерна импровизация. Его работы тоже это имеют. Та же самая фигура оленя, она как бы импровизируется самим художником на разные лады. О нем можно очень много говорить. Он очень многогранен, мне нравится все. И его рисунки шариковой ручкой, например. Вот если до этого я говорила о аппликации, то, имея сама художественное образование профессиональное, я как азы знала, что шариковая ручка – это не есть художественный инструмент. Очень плохо рисовать шариковой ручкой на бумаге. Рисуют обычно двоечники на уроках. Вот так я это воспринимала. Когда Николай Николаевич показал свои произведения, выполненные в этой технике, это изумительные работы. Тоже вот что меня удивляет в его творчестве, в небольшом маленьком листе он показывает огромные масштабы. Масштабы тундры, масштабы Арктики. При этом очень тонко рисует и первый план, и облака, и дальний план. Это удивительно, как он владеет обычной шариковой ручкой на обычной белой бумаге. Вот создается вот целый действительно космос, тундра, Арктика. Николай Николаевич, конечно, это уникальный художник, потому что его голосом говорит его народ. И не случайно его работы, опять-таки, да, как бы базируются на фундаментальных, базовых таких вот принципах народной
культуры, традиционного народного искусства. Опять-таки, это аппликация, это понимание значения рапорта, симметрии, ритма, импровизации, которые артистически владели народные мастера, в том числе мастерицы юкагирские. И мы это знаем по материальной культуре этого народа. И Николай Николаевич при этом очень современен. Он говорит ярким современным языком. Представить его любую работу на современном биеннале мы смело можем, потому что она отвечает всем принципам современного искусства. И самое главное, вот это очень ясное выражение мысли в такой как бы лаконичной, как бы сконцентрированной форме, как раз одна из главных таких вот черт современного искусства. Ну и, конечно, элемент такой вот иронии. Это тоже очень характерно для современного искусства. Николай Николаевич уникальный художник. Он своим творчеством соединяет несоединимое. То есть взгляд современного художника, профессионала, который транслирует вот эту вековую, древнюю культуру в окружающую действительность всем нам, современникам. Ну и, конечно, повторюсь, его искусство обязательно надо показывать в других странах. Оно очень ясно, очень четко, понятно рассказывает про жизнь оленеводов. Выставка картин первого профессионального юкагирского художника Николая Курилова под названием «Мысли простым способом» стала значительным событием в культурной жизни республики. Она доставила посетителям много удивительных впечатлений и в очередной раз показала многогранность таланта Николая Курилова.